Июнь – пора выпускных. И не только у школьников. К защите дипломов готовятся в Алекминском техникуме. Буквально на днях студенты сдали экзамены. К слову, не просто экзамены, а в демо-версии. Кабинет, где буквально только что доказывали свои знания бухгалтера. В этом году мы тщательно начали подготавливаться к этому демо-экзамену, то есть полностью изучили программу 1С и вовремя все успели сдать, все 3 модуля. Вообще вот демо-экзамен, что это значит? Ну, это, я думаю, что показывает, насколько человек понимает в этой структуре, и это все, когда распечатывается, все сверяется с отчетами в целом. Волнение было? Нет, потому что мы усердно тренировались, все знали, как бы. Все то же самое упражнение, которое мы подготавливали, все это вживую. Как бы. Серьезную тему выбрала? Тема у меня не такая серьезная, но все равно надо подготовиться. Сложно было выбрать? Выбирать тему было, сложно, потому что я пишу по централизованной бухгалтерии Алекминского района. И вот поэтому сперва у меня была другая тема, потом я решила поменять. Когда сдаешь диплом? У нас защита диплома состоится 26 числа. А вообще вот экзамены как сдались? Сегодня мы сдали демо-экзамен. Мы все хорошо, она отлично сдала. Готовились много. Благодаря новым технологиям возможности выросли в разы, а вместе с этим и требования к знаниям и студентам. Это центр как раз сдачи демонстрационных экзаменов, это электромонтаж компетенция. Не просто рассказать, но и показать. Электрики тоже завершили один из этапов обучения. Успешно. Ребята подготовленные, чувствуют себя уверенно, особенно после того, как проходили производственные практики, уже знакомились с предприятиями, с руководителями и в предвкушении сдачи последней уже защиты дипломной работы и очень сильно хотят уже получить свои дипломы. А на каких предприятиях проходили практику? «Газпром». «Газпром» проходил? «Газпром Трансгастомск». Некоторые ребята у нас были на выезде, ездили на практику в прошлом году, Яна-Пердинов ФАИС, в Нордголд. В этом году от нашей группы ездили 2 ребят. Корнилов Никита и Бубулев Паша. Были, конечно, то, что волнение, то, что первый раз даем, а в основном все хорошо. Вообще сложный экзамен, вот демо, версии демо? Для первого раза, скажем, то, что она не так сложная, но для первого, эмоционально не готов, может быть сложно. Почему выбрал именно вот эту специальность? То, что с самого детства, я с самого раннего детства хотел стать электриком, и у меня было увлечение с самого раннего. Я с папой, когда маленьким был, с папой работал вместе. Он мне подсказывал и так далее, помогал. То есть у тебя всегда к этому интерес был? Да. Ты... Я дома всегда ремонтировал розетки, меня почему-то к этому тянуло постоянно. Я сам даже удлинитель делал, удлинитель чинил. Ничего себе. То есть ты профессию выбрал осознанно? Да. В данных кабинках по схемам электрические провода разбирались в ошибках и очень достойно все защитились. Очень много 5, большая часть 4, но 3 не было ни у кого из моих ребят-выпускников. Один из студентов, Олег Гавышев, успел заявить свои знания на крупном престижном конкурсе «Профессионалитет». Уверенно победив в республике, он выезжал в Тюмень. При всех успехах голова у Олега не закружилась. У парня четкое видение будущего. Вообще, насколько это сложно? Не знаю, у каждого свой уровень. Для меня, к примеру, что-то между легким и тяжелым было. Такой средний уровень. Вот в Тюмени уже тяжело было.
То есть в Тюмени все-таки... В Тюмени уже тяжело, да. В Якутске средний уровень, так сказать. Но вообще вот были ребята, которые, ты считаешь, намного сильнее? В Якутске? Да. Да, были. Просто я почему победил? Потому что собирал силовую часть щитовой. А они не силовую, 220 вольт. Освещение. От этого тоже многое зависит, да? Там просто очень много проводов. И, я так считаю, там можно запутаться в проводах, где-то ошибиться. В силовой части, для меня легко силовая часть далась. В Якутске вот. Да тебе конкурсы от участия что-то? Опыт дал мне. Самое главное, что я считаю, это опыт. Среди студентов ребята со стажем не только в профессии, но и в жизни. Боец с позывным «Лис» приехал в отпуск специально защитить диплом. Как давно учишься в техникуме? 17-го года учусь. Получилось так долго учиться в связи с прохождением воинской службы? Да. После первого курса уехал в армию. Думал отучиться после армии. Армия у меня затянулась. Так, по достаточное время. Потом после армии приехал, восстановился. А потом мобилизация была, и я уехал. И вот так вот у меня 7 лет пролетело. Пожалуйста, очень часто говорят, техникум это скучно, это совершенно, то есть ни о чем. Как ты считаешь? Не соглашусь с этим выбором, потому что, во-первых, это люди, друзья, общение. И конкретно в нашем техникуме каждый преподаватель, с ним можно спокойно договориться о чем-то, дадут компромисс, где-то в чем-то помогут, никогда не бросят, потому что также им желательно для того, чтобы человек дальше продвигался, как и по оценкам, и чтобы он выпустился человеком в первую же очередь. А знания можно здесь получить? Без проблем. Также это все зависит от человека, есть ли у него желание, мотивы и цели. Скажем так, ты не всегда здесь бываешь. Изменился техникум? Да, после того, как директор поменялся, Нина Степанова стала, много чего поменялось. К лучшему? Соответственно, красивее стал. Красивее стал. Да. Вообще у ребят есть здесь перспективы? Вполне и очень большие. Как я ранее говорил, все зависит от него самого. Главное желание и будущие цели, а без них никак. В этом году количество ребят, получивших специальность, стало больше. В этом учебном году у нас преимущественно сдают на отлично. То есть на сегодняшний день у нас уже приступила 3-я группа. Первые это были у нас механизация, электрификация. То есть группы уже прошли аттестацию в виде демонстрационного экзамена. И преимущественно можно сказать, что 80% оценки это отлично. На сегодня у нас идет 3-я группа, это бухгалтера. Завтра они заканчивают, закрывается экзамен. И с 24-го, то есть завтрашнего дня, у нас приступают мастера по обслуживанию магистральных трубопроводов. Что хочется сказать, да, модернизация у нас, изменения, обновления происходит ежегодно. В этом учебном году это рекорд, 4 группы в нашем учебном заведении. Выпуск, скажем, объемный. И требования, соответственно, как я сказал, они у нас ежегодно обновляются. У вас очень хорошо идут экзамены. Сколько студентов в этом году выпускается? У нас выпускается 4 большие группы. В каждой группе порядка от 15 до 25 человек. Есть маленькая группа, в которую мы набирали 15 человек, это бухгалтера. А все остальные, они уже по 25 человек мы набирали. И одна из таких больших достижений, это мы в этом году одну группу выпускаем, полноценную 25, полностью госзаказ выполнили. У нас госзаказ обычно мы, когда принимаем на первый курс, это 25 человек. Это контрольные цифры приема, они таковы, что мы должны следовать этому, выполнять это задание правительства. Поэтому и в этом году мы очень довольны, что у нас такие полноценные группы выпускаются.
Нина Степановна не намерена ставить точку. Она уверена, у техникума Алёкмы большое будущее. На следующий год мы планируем по контрольным цифрам приема новые специальности. Это слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Один из самых тех специальностей, которые на сегодняшний день востребованы в производстве. И мы приняли такое решение получить лицензию. Сейчас Алёкминский техникум не просто название и место, чтобы получить корочку, но и профессия, которая имеет зримые перспективы. Многих ребят уже ждут на крупных промышленных предприятиях. Нравится тебе твой техникум? Да. Он мне дал возможность съездить в Нордголд, пройти там производственную практику 2 раза. Первый раз на 3-м курсе я туда съездил. На 2 недели. У нас 2 недели проходила практика. И нынче на целый месяц. Ну, на вахту, можно сказать так. Вот. Там много интересного для себя узнал. То есть в будущем, в принципе, возможность есть хорошо трудоустроиться. В Нордголд, да, я думаю. Хорошо. Все уже знают меня там. Как вообще учеба в техникуме? Замечательно. Это лучшее заведение, мне кажется. Какие вообще впечатления остались? Самых наилучшие, наверное, преподаватели очень хорошие. Вообще очень хорошо ведут предметы. Все шикарно. Вообще, что бы ты хотел пожелать ребятам, которые остались? Пускай не боятся, самое главное. А учиться сложно? Преподаватели очень хорошие, и подход очень тоже легкий, поэтому учиться вообще... Красный диплом с трудом дался? Нет, не с трудом. Вообще хорошо, легко, с самого начала. Как был выбор осуществлен? По профессии имеете в виду? Я с самого детства по стопам отца хотел, в принципе, вот эта профессия мне нравилась, и я сейчас дальше продолжать ее буду. А уже место есть, где будешь работать? Да, Московский технический университет. Туда дальше идешь. А это значит, сюда будут приходить.